Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева. Создание рабочих мест, легализация трудовых отношений и снижение уровня неформальной занятости в регионе. Эти вопросы обсудили на заседании председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даутова с кабинетом министров и руководителями ведомств. В ходе встречи подвели итоги работы за первый квартал 2025 года. С докладами выступили вице-премьер, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев и министр финансов Чеченской Республики Султан Тагаев. Они рассказали о текущей ситуации на рынке труда, достигнутых результатах и дальнейших планах по улучшению социально-экономической ситуации в регионе. Во исполнение поручения главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова правительством республики ведется работа по стабилизации ситуации на рынке труда. Проводится ежеквартальный мониторинг создания рабочих мест, легализация трудовой занятости и снижение теневой экономики. Сегодняшнее совещание посвящено снижению уровня безработицы и обеспечению устойчивого роста заработной платы. В 2024 году, благодаря слаженной работе, нам удалось существенно перевыполнить плановые показатели в рамках всех программных и непрограммных мероприятий. Создано более 18 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы удалось снизить с 8 до 4%. На текущий год установлены новые контрольные показатели, исполнение которых находится на постоянном контроле у главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодня в Грозном прошло памятное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Объединенная группа войск, участвующая в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, почтила память героев Великой Отечественной войны и военнослужащих, погибших при исполнении долга. Торжественная церемония стала напоминанием о непрерывной связи поколений и важности сохранения исторической памяти. Подробности памятной акции в нашем следующем сюжете. Торжественное мероприятие у мемориала героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, началось с минуты молчания. В память о погибших собравшиеся склонили головы перед героями, ковавшими победу на фронтах и в тылу ради спасения человечества от фашизма. В ходе общего построения личного состава объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа с приветственным словом выступил командующий войсками генерал-лейтенант Владимир Макеев. Мы обязаны хранить память о Великой Победе и никогда не забывать уроки истории. Мы будем стремиться быть достойными наших предков, настоящих патриотов, не жалеющих себя ради защиты нашего Отечества. Сегодня с глубоким уважением мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С Днем Победы! О эпохе новых вызовов и большой значимости сохранения памяти сказал начальник управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике генерал-лейтенант Кечкин Дмитрий Николаевич. 80 лет назад наши предки плечом к плечу установили нацизм, отстояли суверенитет и будущее Родины. Сегодня, как тогда, наш долг – защитить ценности, за которые они отдали жизни. В настоящее время, в эпоху новых вызовов, мы вновь видим, как поднимает голову неонацизм, как попираются принципы справедливости и безопасности. Специальная военная операция – это продолжение борьбы за правду, за защиту наших братьев и сестер, за мир без диктата, террора и лжи. Как в 1941 году наши бойцы, наследники поколения победителей, стоят на передовой, демонстрируя ту же отвагу и верность Отечеству. Специально приглашенными гостями стали дочь Героя Советского Союза полковника Галкина Федора Ульяновича Ирина Родина и младшая сестра Героя Советского Союза гвардии старшего сержанта Крутого Петра Максимовича Екатерина Чайкина. Я даже не знаю, как выразить благодарность людям, которые вот пригласили и чтут память воинов. Участники церемонии возложили цветы к братской могиле погибшим в годы Великой Отечественной войны и местам захоронения героев Советского Союза. Также в рамках мероприятия на территории Чеченской Республики как дань памяти великому подвигу народа-победителя прошла всероссийская акция «Эстафета Победы», которая передается из одного пограничного органа в другой по всей государственной границе. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего народа. Горе и лишения не обошли ни одну семью. Тем важнее сегодня для нас сохранить память о миллионах погибших и гордость за великий подвиг предков. Прошлое также реально, как и то, что происходит сейчас. Поэтому памяти павших будем достойны. Эльвира Межидова, Ислам Ибрагимов, Руслан Магоматов. Вести. Чеченская Республика.
В Грозном прошла всероссийская акция Народного фронта «Огонь памяти», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках на аллее состоялось возложение цветов к обелиску первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Мероприятие организовано Народным фронтом совместно с Союзом женщин России, ветеранскими организациями, представителями ОГВС и мемориальным комплексом «Славы». Присутствующие почтили минутой молчания память героев, отдавших свои жизни за свободу и мир. Также была доставлена лампа с частичкой вечного огня с могилы неизвестного солдата, которая будет передана на вечное хранение в музее. Далее по улицам города состоялся автопробег. Мы сами знаем, насколько это для нас дорог этот праздник. Мы об этом должны помнить и помним. Все это в памяти и в названиях наших улиц, городов. Поэтому вот сегодня мы решили тоже отпраздновать этот великий праздник, чтобы наша молодежь все это помнила. Сотрудники Национального банка, Министерства финансов и Госавтоинспекции провели совместную акцию, направленную на повышение правовой грамотности водителей. В ходе мероприятия они раздали тематические буклеты, в которых разъясняются финансовые обязательства автовладельцев, правила страхования, а также ключевые права и обязанности участников дорожного движения. Подобные инициативы помогают гражданам избежать необоснованных штрафов, мошеннических схем и конфликтных ситуаций на дорогах. Линда Жамалдинова подробнее. На одной из главных улиц столицы региона участники акции по поручению правительства Чеченской Республики раздали информационные буклеты. В них содержатся полезные советы, где и как оформить полис ОСАГО и проверить его подлинность. ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. Если по вине владельца этого полиса случилось ДТП, возмещать убытки будет не он, а страховая компания. Какие еще имеются преимущества, указано в этом буклете. Эксперты отделения Банка России по Чеченской Республике, Министерства финансов и представители Госавтоинспекции объединили усилия, чтобы напомнить водителям о их правах и обязанностях. Полис ОСАГО считается обязательным документом для каждого водителя, и выезжать без него на дороге запрещено. Госавтоинспекция напоминает водителям об административной ответственности, которая наступает за отсутствие полиса ОСАГО по части 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает штраф в размере 800 рублей. И по части 3 указанной статьи повторное нарушение за неоформление полиса ОСАГО предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Совместная акция стала не только поводом напомнить о законодательных требованиях, но и платформой для диалога с автомобилистами. Эксперт отделения Банка России по Чеченской Республике рассказал, какие правила необходимо соблюсти при покупке полиса, чтобы не стать жертвой мошенников. Покупать полис только у лицензированных компаний, внимательно проверять документы и условия договора, чтобы избежать подделок полиса, изучить отзывы о страховщике, ознакомиться с репутацией компании, как быстро она реагирует на ДТП. Не доверять слишком низким ценам. Если цена полиса значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества. Финансовая грамотность играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности граждан. Понимание основ страхования и способность выявлять мошенников помогают водителям избежать лишних расходов и защитить свои права. У нас эти акции проводятся в рамках исполнения региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Чеченской Республики. Повышение уровня финансовой грамотности населения Чеченской Республики – это залог благополучия и социально-экономического развития нашего региона. Раздача буклетов сопровождалась беседами с водителями, в ходе которых эксперты отвечали на вопросы и объясняли, как пользоваться информацией из материалов. Подобные инициативы помогут не только снизить количество нарушений, связанных с отсутствием ОСАГО, но и повысит общий уровень финансовой культуры в регионе. Линда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. 7 мая отмечают профессиональный праздник всех работников связи «День радио». В Чеченской Республике радио имеет огромную популярность и играет важную роль в формировании общественного сознания. Желаем всем работникам радиовещания творческого вдохновения, преданную аудиторию, энергии и хорошего настроения на каждый день. Ну а как отметили свой профессиональный праздник сотрудники ГТРК в войнах, расскажет наш корреспондент Линда Жамалдинова.
7 мая ежегодно отмечается Всероссийский день радио. Памятная дата, посвященная достижениям отечественной науки и труда журналистов этого направления. По поручению помощника главы республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, работников радио поощрили за высокий профессионализм, творческую инициативу и большой вклад в развитие журналистики. В числе награжденных ведущий радиопрограмм ГТРК «Войнах» Усман Шундулаев, который отдал 23 года своей жизни любимому делу. Усман рассказал журналистам, как уже с детства его притянуло в эту профессию. Для меня радио – это все. Я благодарен Всевышнему, что я работаю на радио, что моя жизнь связана именно с радио. Выразить свою благодарность руководству нашему, Розане Веселаеву, директору, министру Ахмеду Дудаеву, который всегда уделяет нам большое внимание. Радиовещание включает в себя 5 информационных блоков, 3 из которых на чеченском, а 2 на русском языке. Все программы радио, которые выходят в эфир, записываются в этой студии. Ведущие с гостем беседуют, затрагиваются все самые разные направления. Далее все отправляется на монтаж. Благодаря их работе слушатели могут узнать самые оперативные новости, насладиться любимой музыкой и самим участвовать в прямых эфирах и послушать познавательные программы. Зарета Ларсанова, диджей радио, рассказала, как она подбирает музыку и какую обратную связь ей дают слушатели. Насколько они откликаются, насколько поступает обратная связь, настолько и у нас бывает настроение работать. Иногда бывает так, что, например, в пасмурную погоду мне хочется ставить грустные песни, но когда я отбираю песню, я вспоминаю, что я, наоборот, должна людям настроение поднимать, и поэтому я стараюсь чередовать патриотические, более веселые. Самый почетный слушатель чеченского радио Рамзан Кадыров. Он не раз отмечал значимость радиокомпании, подчеркивая тот факт, что оно играет огромную роль в формировании общественного сознания и информировании населения о различных новостях наравне с телевидением. Должны прервать сейчас в данный момент передачу из-за очень экстренного момента. В прямом эфире Рамзан Кадыров. السلام عليكم والصباح ويضع مسجد ديكا هو تدار عبيد كيول طبعا وي تلفزيون عدا حليب هو بابش هو دور من دور حلون هو عشان بابش نقشي هو بيدا يوش بيد إيتي دون بابخش سواء الدنيا تصعد دون تلفزيون رياض دون يشتغل على وبيت بابخش مثلا شنو دون مسجد دار عبيد كيول دار أتوبول دار إرس أتوبوش دون أدير هذا ГТРК «Войнах» на протяжении многих лет остается одним из ключевых информационных центров Чеченской Республики. Коллектив радиостанции ежедневно готовит новостные выпуски, интервью и репортажи, которые транслируются не только в регионе, но и на федеральных каналах. История радиовещания началась в 1928 году, и сегодня он продолжает традиции, сочетая их с современными технологиями. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Представители Чеченского регионального отделения ЛДПР поздравили коллектив «Радио Войнах» с профессиональным праздником. Заместитель координатора Умар Умаров и депутат Мадина Яссаева отметили неоценимый вклад радиостанции в оперативное освещение важнейших событий региона, подчеркнув значимость работы журналистов «Радио Войнах» для информирования жителей Чеченской Республики. Дела шудается, ищется, там что дело дешля, когда то ЛДПР партия, свой депутат, Мадина Яссаева, координатор, говорит, мерз маршал Далобар, мерз Дортлобар, что мерз дешнище хордин, аж что та саду визен дело, аж что хорди хазде что, того на что де хаздагаш, что дехкандох. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.